Увлеченность избранного президента США социальной сетью Twitter уже стала поводом для многочисленных насмешек со стороны СМИ. Трамп не хочет общаться с прессой, особенно с той, которая, по его мнению, к нему не благоволит. Но и благосклонных себе СМИ особо он не жалует. И вообще человек он немногословный. Он человек действия, и созывать по каждому поводу пресс-конференции, скорее всего, не будет. Обо всем можно сразу же написать в Твиттере. Несколько дней назад его в очередной раз высмеяли за это в популярном телевизионном шоу Saturday Night Live. Известный комик Алек Болдвин поиздевался над Дональдом Трампом. Во время брифинга по вопросам безопасности Трамп не может оторваться от своего телефона, так как занят Твиттером. Реакция избранного президента последовала незамедлительно. Только что попытался посмотреть Saturday Night Live. Невозможно смотреть. Абсолютная предвзятость не смешно. А пародия Болдвина на меня, хуже быть не может. Печально. На это Алек Болдвин ответил, что не перестанет издеваться над Трампом до тех пор, пока тот не опубликует свою налоговую декларацию. Медиаперсон позабавило то, что Дональд Трамп написал свой твит сразу после того, как его как раз за это и подняли на смех. Журналисты и комментаторы пребывают в недоумении. Например, когда Дональд Трамп, опять-таки в Твиттере, призвал отменить контракт с компанией Boeing на строительство нового борта номер 1 из-за слишком высоких на него затрат. Boeing строит совершенно новый 747-й Air Force One для будущих президентов, но затраты на него вышли из-под контроля, составив более 4 миллиардов долларов. Компания Boeing получила контракт на разработку самолетов нового поколения для президента США на базе коммерческого лайнера Boeing 747-8 в январе 2016 года. Ожидается, что новые президентские самолеты поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году. То есть Трамп сможет воспользоваться ими только в случае переизбрания на второй президентский срок. Команда Трампа потом объяснила, что президент принял это решение из-за высокой стоимости проекта. В своем микроблоге он делает и важные геополитические заявления. Как-то в воскресенье он обрушился на страну, которую чаще всего упоминает – Китай. Он задался вопросом. Спросил ли Китай у кого-нибудь, хорошо ли девальвировать свою валюту, что осложнит конкурентоспособность наших компаний, устанавливать большие таможенные пошлины на американскую продукцию или строить огромный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря? Я так не думаю. Напомню, что дипломаты до сих пор приходят в себя от твита Трампа, когда на прошлой неделе он оповестил международное сообщество о своей беседе с президентом Тайваня. Опять по Твиттеру. Китай считает Тайвань своей территорией и никак не независимым государством. Трамп объяснил, что президент Тайваня сам ему позвонил. Опять-таки сообщил по Твиттеру. Интересно, что США продают Тайваню военное оборудование на миллиарды долларов. Но мне нельзя принять поздравления с победой. Сейчас в прессе много спорят, насколько серьезно нужно воспринимать то, что избранный президент сообщает в Твиттере. В этом-то и дело. Спор идет вокруг того, следует ли нам игнорировать некоторые из его наиболее непонятных твитов, или же принимать все всерьез. Он президент Соединенных Штатов, и поэтому мы не можем решать, что он пишет серьезно, а то можно просто пропустить. Твиттер — это не та платформа, которая позволяет сделать анализ. Я думаю, как журналисты, мы должны воспринимать серьезно все, что он пишет, и смотреть, что будет дальше. Его не ограничивают установленные политические традиции. На этот момент все, что я могу сказать, что он, скорее всего, будет нарушать установленные демократические порядки. У Дональда Трампа 16,5 миллионов фолловеров в Твиттере. Авторитетное интернет-издание «Политику» проанализировало его твиты, начиная с 2009 года, и сделало подборку самых часто используемых будущим президентом слов. На первом месте стоят местоимения «я» и «ты», а потом наречие «great» — «прекрасно». Самые упоминаемые страны – Китай и Иран. Ну а самым популярным твитом, начиная с 2009 года, стал следующий. Fox News настолько предвзяты, просто противно. Они не хотят, чтобы Трамп выиграл. Все только негатив. Это заявление ретвитнули более 10 тысяч человек. Итак, уже понятно, что Дональд Трамп сделал выбор своей платформы для общения с миром – Твиттер. Он хочет напрямую рассказывать людям, что он думает по тому или иному поводу. И в некоторых случаях это может привести к дипломатическим казусам. Но для этого и существует команда будущего президента, чтобы объяснять, что именно он имел в виду. Шахида Якуб, «Настоящее время».